Сыктывкар и Ухта продолжают снабжать республику так называемой антиковидной плазмой от доноров, имеющих нужный уровень антител. Пока сдать ее можно только в 2 учреждениях республики. Так, на Ухтинской станции переливания крови донорами успели стать 80 человек. Подробности у Виктории Науменко. Магомед Магомедов стал одним из первых доноров антиковидной плазмы в Ухте. Переболел коронавирусом в мае прошлого года. Подхватил заразу во время поездки в Дагестан. Мужчина переносил болезнь в тяжелой форме с двухсторонней пневмонией, поэтому без раздумий согласился сдать плазму, узнав, что она может облегчить состояние других пациентов с ковидом. Когда мне позвонили, сказали, что другим людям надо помогать. Я думаю, отказываться нельзя. Я думаю, тот, кто переболел, обязан помочь этим людям. Они нам помогают, врачи, мы выздоравливаем. И я считаю, что мы должны помочь теперь больным людям, которые сильно очень болеют. Забор антиковидной плазмы в Ухте начали в июне прошлого года, и тогда переболевших приходилось обзванивать и приглашать. Сейчас люди приходят по собственной инициативе. Доноров в принципе стало больше из-за начала массовой вакцинации. На базе Ухтинской станции переливания крови сдавать ковидную плазму могут и жители соседнего Сосногорского района, причем не только переболевшие, но и вакцинированные. Сдавать плазму вакцинированный донор может примерно через месяц после введения второго компонента, если вакцина двухкомпонентная. Так, со старта массовой вакцинации с начала 2020 года донорами стали более 80 человек. Есть даже те, кто сдавал несколько раз. На количество антител это не влияет, подчеркивают медики. Заготовка плазмы у нас идет на аппарате. Процедура занимает 30-40 минут. Донор очень хорошо переносит эту процедуру. Через 2 недели он может ее повторить. Никаких побочных эффектов не наблюдается. И сдавать можно каждые 2 недели поэтому. После сдачи антиковидной плазмы донор по стандартной схеме получает справку на 2 дня отдыха и компенсацию. А вот плазме предстоит тщательная проверка на титр антител к коронавирусу и процесс вирусинактивации, который позволяет избежать карантинного хранения и дает возможность как можно скорее применить ее. Готовая к использованию плазма хранится на станции переливания крови и поставляется либо для изготовления лекарственных средств, либо в медицинские учреждения по требованию. Пример, в Ухтинскую городскую больницу. Сейчас на лечении здесь находится 1267 пациентов с коронавирусом. Метод лечения имеет немало нюансов, поясняют врачи. Этот метод, он может быть действительно эффективен, но он эффективен именно в начальные сутки. Она переливается в особых условиях с особыми определенными требованиями, которые у нас за эти 6 случаев, за 2020 год, повторяю, за 2021 у нас еще нету статистики. Записаться на сдачу плазмы в Ухте можно ежедневно с понедельника по пятницу с 8 до 14:30. Требования к донорам ковидной плазмы стандартные. Возраст от 18 лет, масса тела не менее 50 килограммов и отсутствие хронических заболеваний. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.